самом сердце Кавказа, среди облаков и вековых скал, тишину, царившую здесь десятилетиями, сегодня нарушают звуки кирок и щеток. Здесь, в башенном комплексе Лялах, идут беспрецедентные археологические работы. Проект по восстановлению 5 исторических башен реализуется при финансовой поддержке президента группы Сафмар Микаила Гуцериева. Важно, что прежде чем реставраторы приступили к работе, слово за учеными. Археологи и историки совершают настоящие открытия, которые дополняют сложившиеся представления о жизни предков. Что дает археология? Не всегда это просто предметы быта, порой она помогает раскрыть главные секреты архитектуры. Самая сложная и важная часть любого здания – его фундамент, место соединения с землей. Именно от этого зависят долговечность и безопасность. Боевые башни в Лялах за десятилетия забвения были сильно повреждены. В них пробивали двери, а таинственные каменные мешки, специальные полости в основании, были полностью забиты грунтом и камнями. Раскопки позволили понять, как были устроены системы коммуникации между башнями. Обнаруженные каменные ступени и переходы рисуют картину хорошо продуманной жизни и обороны. Каждую башню, которую собирается реставрировать, мы перед ними проходим, раскапываем, проводим археологические раскопки. Мы получили открытый лист на эти работы, пригласили профессиональных археологов сюда. Сами раскопки, которые мы здесь проводим сейчас, мы больше рассчитывали не на предметы, а на чертежи. Дело в том, что археологические раскопки – это не всегда то, что ты там раскапываешь в земле. Когда ты проводишь раскопки в жилых и боевых башнях, ты получаешь чертежи, именно чертежи самого объекта. А нашу ингушскую архитектуру профессионально, в едином контексте еще никто никогда не изучал. Расчистка каменных мешков дала сенсационный результат. Внутри были обнаружены боковые ступени. Это открытие позволило ученым сделать важный вывод о назначении этих помещений. Судя по находкам и по боковым ступеням для удобства спуска и подъема в них, ученые склоняются к тому, что они служили для хранения зерновых продуктов. Учитывая, что боевые башни рассчитаны на осаду, логичнее хранить запас продовольствия именно в боевой башне. С правой стороны у нас жилая башня. Нижняя часть этой башни, она всегда рассчитана на хозяйственную часть. Система жизнеобеспечения. Там держался определенный запас продовольствия. Это где именно? Именно вот этой части башни. Я думаю, внутри. Отдельно, да, внутренне, на первом этаже. И там иногда могли завести боевого коня. Мы видим, вот здесь нижняя часть идет каменная часть, вторая часть поднималась, здесь было перекрытие деревянное. И оттуда уже по деревянной части мы могли войти во второй этаж башни. Здесь было полное перекрытие этой части. Можно было выйти на вторую часть отсюда и оттуда уже зайти в боевую часть башни. То есть весь этот комплекс был таким образом рассчитан, чтобы переход с боевой части, переход в жилую часть очень удобен. Но и при этом, перекрыв главный вход этого коридора, и боевая башня, и жилая башня оказывалась полностью закрытой и недоступной для противника. Что мы здесь обнаружили? Вы видите, вот здесь маленький каменный мешок. По-ингушски ларым алцинах. По большей части мы их встречали либо в жилой башне, ну и всегда они есть в боевых башнях. Вот в коридорчике это наша такая первая наша находка. Мы даже иногда шутили, что возможно это не каменный мешок, а капкан. Она находится как раз перед входом. Не исключено, что его просто перекрывали деревянной частью, при необходимости просто открывали его, и она как бы дополнительной системой защиты. Если архитектура открывает одну сторону жизни, то предметы быта – другую, не менее ценную. Из-за трагических событий 20 века в Ингушетии почти не сохранилось подлинных предметов обихода. Каждая находка сегодня – это крупица утерянного мира. У нас нет с вами вообще предметов обихода 19 века, не сохранилось, потому что еще люди попали в депортацию, и, естественно, весь быт и утварь была утеряна. А когда вернулись, это было уже совсем другое время, это были фабричные предметы. И вот нам очень интересная попалась вещь. Это вот такое сито. А сито делала, это из бересты. Обычно мы с вами видели круглую форму, здесь в данном случае она овальная, и они тоже были найдены там в этих мешках каменных, где хранились сыпучие продукты. И почему именно в боевых башнях, очень интересно, наверное, в связи с тем, что в случае нападения там, или осада, именно там они могли как бы сохранить все это, больше надежности они. И вот сетка сама была, скорее всего, выполнена из конских волос, переплетенных между собой. Перед нами ожившая история и настоящий прорыв. Деревянные лопатки для приготовления халвы и толокна, орнаментированный черпак. Эти предметы опровергают миф о скудной местной кухне
башни. Особый трепет вызывают предметы, связанные с духовной культурой. Веретено, форма которого не менялась тысячелетиями, и фрагмент древней флейты из кости и дерева, который перекликается с героическим нардским эпосом. Я вам напомню очень интересный фрагмент. Если вы помните, из нардского эпоса есть такой фрагмент, когда Кулуй-Кант, когда его враги связали там, но обманули каким-то образом, они вероломно его связали, закрыли эту пещеру, оставили его умирать одного в пещере, связанного. Он с связанными руками дотянулся до косточки, пробил там дырочки и сыграл свою песню Кулуй-Кант Или. И его сноха, жена его брата, где-то вот услышала, эхо переносила все это в горах, услышала эту мелодию, она поняла, что он попал в беду, сообщила братьям, в итоге братья пришли на помощь и вызвали ее, а потом они вместе победили врага, так скажем. В общем, вот такой интересный фрагмент. Как раз за нами находится вот эта гора, где, По преданию. да, по преданию, где все это происходило, где был заточен этот Кулуй-Кант, но у него там была своя пещера, большая отара овец. И, в общем, вот такой интересный, это получается один из первых инструментов, потому что он зафиксирован в нардском эпосе. Далее, конечно, все остальные инструменты, они появились гораздо позже. Инициированная и полностью финансируемая предпринимателем и меценатом, президентом группы Сафмар Микаилом Гуцериевым программа — это не просто реставрация камней, это масштабное научное исследование, которое сегодня одновременно идет в нескольких ключевых точках: Таргим, Лялах, Эрзи, Хамхи и в храме Тхабаерды. Впервые за всю историю региона археология получает такой системный подход. Дело в том, что башни, это же все-таки сделано из природного материала. Камень, дерево, известь. Это то, что пропадает и исчезает, если за ним не ухаживать. И за эти последние 100 лет, как человек отсюда ушел, с каждым годом, каждый год мы теряли одну башню, один склеп или один храм. И вот эти работы, которые сейчас начались здесь, скажем, даже вот реставрационная работа, они позволяют сохранить эту архитектуру, не потерять ее. И сейчас у нас есть возможность снова собрать все это, собрать всю нашу материальную культуру и показать ее в музее, показать людям, показать другим народам, что у нас это все есть. И археология нам позволяет все. И поэтому, знаете, я очень благодарен Гуцериеву, что нам позволяет эту работу сейчас сделать. Что не говори, без финансирования эту работу провести невозможно. По словам исследователей, тот факт, что масштабных раскопок здесь не было весь 20 век, обернулся уникальным шансом. Время уничтожило многое, но сохранило культурный слой нетронутым для современных ученых. Среди находок есть и настоящие сокровища. Например, кинжал 17-18 веков, предназначенный, только вдумайтесь, для пробивания доспехов. Такая форма оружия исчезла с распространением огнестрела. Или кузнечные клещи, говорящие о том, что в башнях жили и работали мастера-оружейники. Здесь мы нашли вот такой кинжал. Чем он интересен? Если мы знаем, вот эти кавказские кинжалы 19 века, они очень распространены, все с ними знакомы, знают, как они выглядят. Это оружие ближнего боя в 19 веке было, в принципе, распространено по всему Северному Кавказу. Но оружие, которое было до него, оно немножко отличалось. И вот этот клинок, до сих пор мы такие клинки видели только в склеповом материале 16, 17 или даже более глубокой древности. В 19 веке такое оружие в бою уже не использовалось. Чем оно отличалось? Вот эти кавказские кинжалы, они в основном рассчитаны на рубящие удары. А вот этот кинжал, четырехгранный, он без дола, он очень узок, достаточно крепок. Обычно такие клинки использовались в бою в 16-17 веке для того, чтобы брать броню. Проект, инициированный и полностью финансируемый Микаилом Гуцериевым, это больше, чем восстановление памятников. Это возвращение народу его корней. Работы только набирают обороты, и ученые уверены, главные открытия еще впереди. А это значит, что удивительная история Ингушетии, высеченная в камне, наконец-то заговорит в полный голос, открывая свои тайны строка за строкой. Адам Мережков, Абдулла Тангиев, Магаз, 24.